Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня четверг, 4 февраля. И в администрации района мы проводим брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаиртинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркеевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике, передаю слово Рамилю Назимовичу Хаиртинову. Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 4 февраля в регионе зафиксировано 24 909 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 165 случаев. На сегодняшний день лечение получает 5810 человек. Из них 405 человек в стационарах республики, из них в тяжелом состоянии 52, на ИВЛ 18. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находится 5405 человек. За сутки выписано 144 пациента. Всего за период пандемии выздоровели 18 904 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 случая смерти от COVID-19. Число умерших составляет всего 195 человек. Количество случаев с внимательнейшей пневмонией за сутки 259 случаев. Выписанных пациентов 162 человека. Гульназ Ришатовна, ознакомьте, пожалуйста, общую ситуацию в районе по коронавирусной инфекции. Добрый день, уважаемые жители района. По общей ситуации в нашем районе 404 случая лабораторно подтвержденных COVID-19 случаев, это плюс 15 новых случаев за неделю. Выздоровели из них 93% пациентов, это плюс 13 выздоровлений за неделю. Взято проб более 11 500 проб, и 590 проб на сегодняшний день находятся в работе. На амбулаторном лечении на сегодняшний день находится 21 пациент с легким течением заболевания, 9 пациентов получают стационарное лечение в инфекционных госпиталях нашей республики, и еще 5 человек с подозрением также находятся на стационарном лечении в инфекционных госпиталях республики. Как проходит в районе прививочная кампания против коронавирусной инфекции? Где и как можно вакцинироваться? На сегодняшний день привиты 190 человек. Мало того, из них 140 человек уже получили второй компонент вакцины. Сегодня поступает в наше учреждение 150 доз вакцин. Списки составлены, и данная вакцина будет освоена 9-10 февраля, начиная с 10 часов. По списку также мы проводим приглашение. Все еще в основном приоритетном порядке вакцинируются у нас медицинские работники, работники образовательных учреждений, работники социальных учреждений. Вакцинация также продолжает проводиться во втором кабинете второго этажа поликлиники, и осмотр терапевта проводится в 7-м кабинете. Эти кабинеты близко расположены, поэтому пациенту не надо нигде пересекаться с другими потоками. Все рядышком, и ожидание в течение 30 минут после введения вакцины также у нас проводится в ожидальной зоне возле кабинета. Вакцина проводится в 2 этапа, еще раз напоминаю. После первой вакцины по истечении 21 дня проводится введение второго компонента. Как только заканчивается у нас вот это уровни прививки в 2 этапа, тогда уже можно выдавать справку о том, что человек прошел вакцинацию. Электронная версия справки также будет доступна на портале госуслуг. И здесь обязательно наличие у человека своего личного кабинета. Подходить также нужно с паспортом, с НИЛСом. Защитный иммунитет формируется через 2-3 недели после введения второго компонента. И
если вот кто привился у нас на портале госуслуг, еще есть функция о том, что после введения вакцины приходит уведомление о том, что вам такого-то числа в такой-то поликлинике сделана вакцина. После этого у пациента есть также доступ для того, чтобы заполнить анкету. В анкете он указывает, какие побочные проявления были, сколько дней держались, какими лекарственными препаратами значит, было проведено, какие мероприятия были проведены по устранению этих нежелательных реакций. Я еще раз хочу напомнить, что в целом прививку вакцинированные переносят хорошо. Те реакции, которые наблюдаются, это общие реакции, когда имеется гриппоподобный синдром, озноб, недомогание, повышение температуры. И местные реакции, это местная болезненность, припухлость, отечность, оно держится строго в рамках инструкции по вакцине и проходит в течение 3 дней. Несколько вопросов о вакцинации. Если человек записался в лист ожидания, когда ему ждать прививки? Действительно, сейчас есть такая электронная версия листа ожидания, куда медицинские организации вносят данные пациентов, которые хотят привиться. Все желающие, которые были занесены в лист ожидания, они будут приглашены на вакцинацию. Опять-таки здесь приоритетная категория также соблюдается. И имеется еще 3 условия, которые также ставят пациентов в приоритет на вакцинацию. Это если вам больше 60 лет, у вас хроническое заболевание, и если вы работаете с большим количеством людей, они у нас также находятся в приоритете первого порядка. То есть все желающие вакцинироваться, они приглашаются в том случае, если контактные данные корректно оставлены пациентом и имеются в списке листа ожидания. К примеру, если человек не успел записаться на прививку, как ему это сделать? У нас много способов записаться. Самые распространенные и все республиканские способы записи – это, конечно же, электронная запись через портал госуслуг, через приложение к врачу, через республиканский сайт Доктор РБ и через горячие линии 1301 или 122. Опять-таки напоминаю, что на портале госуслуг вам понадобится свой аккаунт. Здесь на портале госуслуг, когда вы заходите на сайт, там будет раздел «Вакцинация от COVID-19», затем там будет ссылка «Записаться на вакцинацию», и тогда уже каждый пациент имеет право выбирать себе удобный пункт, удобную дату и время для записи. Кроме этого, мы в нашем медучреждении также организовали номер, по которому желающие привиться в нашем районе могут позвонить. Это номер нашего врача-эпидемиолога 8 963 898 40 50. Население в отдаленных населенных пунктах, если они хорошо общаются со своими фельдшерами, могут также свои данные передать через фельдшера нашему врачу-эпидемиологу, для того, чтобы он мог вас внести в лист ожидания. Мы много раз говорили о том, что вакцинация проводится бесплатно от коронавирусной инфекции. Гульназар Ришатовна, еще раз напомните, пожалуйста, какие есть противопоказания для вакцинации? Действительно, вакцинация проводится абсолютно бесплатно. Оба компоненты. Вакцины централизованно поступают по федеральному бюджету, поэтому в этом плане не надо беспокоиться. Никаких затрат от пациента не требуется, но необходимо учитывать о том, что имеются определенные противопоказания от вакцинации. Это если возраст до 18 лет является противопоказанием,
Если у пациента обострилось хроническое заболевание, то есть это подразумевается, например, обострение бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, стадии обострения, язвенной болезни, то есть обострение любой хронической патологии является также противопоказанием. Если пациент находится в стадии заболевания острой респираторной инфекционной болезни, также нельзя привиться, является противопоказанием. Если имеются тяжелые аллергические реакции в анамнезе, также нельзя привиться. Если у вас была реакция на первый компонент вакцины, тогда медотвод делается при проведении второго компонента, и в противопоказаниях до сих пор еще есть категории беременных и кормящих грудью. Спасибо большое за подробную информацию. Теперь перейдем к такому вопросу. В Центральной районной больнице произошли изменения в работе лабораторной службы. Подробнее ознакомьте, пожалуйста, жителей нашего района об этих изменениях. Начиная с января 2021 года по приказу Минздрава от 6 октября в 69 медицинских организациях нашей республики произошла централизация лабораторной службы. В этот перечень вошла и наша медицинская организация, но вот если следить за новостями, такая же трехуровневая система отмечается у нас не только по республике, но и вообще по всей Российской Федерации. Вот последние практикующие — это Москва, Челябинск, они также централизуют лаборатории. Вся эта централизация проводится с целью увеличения доступности лабораторной диагностики для населения и качества проведения данных результатов. Еще в 2019 году был пилотный проект по республике Башкортостан. Туда были задействованы медицинские организации города Уфы и Октябрьского медицинского округа. Пилот показал, что действительно эффект от этой трехуровневой организации имеется, и сейчас уже поэтапно начали внедрять во все медицинские организации. Ну, никому не секрет, что на сегодняшний день возможности лабораторной диагностики, они сейчас более расширенные. Сейчас имеется очень множество современных лабораторных анализаторов, имеется большой спектр возможностей определения именно клинико-диагностического направления, и поэтому на сегодняшний день врачи очень активно и хорошо назначают направление на лабораторные исследования. Простые анализаторы, которые невозможно установить во все населенные пункты, они сейчас уже более остаются позади, и поэтому идет дополнительное оснащение новыми оборудованиями. И вот наша медорганизация по этой централизации является организацией первого уровня. То есть это означает, что у нас уже организованы, вернее, пункты забора биоматериала. После забора биоматериала проводится штрих-кодирование пробирок, проводится внесение в базы данных пациента, и дальше уже мы централизованно отправляем все пробирки, все биоматериалы в медицинскую организацию второго уровня. Медицинская организация второго уровня является у нас Дурсюлинская центральная районная больница. И от этого у нас сроки ожидания не изменились. Если вы сдаете анализ с утра, то уже после обеда результаты бывают готовы. Результаты видны у нас в базе данных, это видит лечащий врач. И сейчас есть возможность у пациентов тоже в динамике контролировать свои результаты и заключения анализов через мобильные приложения к врачу, через электронную медицинскую карту на портале госуслуг. Также каждый пациент может увидеть результаты своих заключений. Если на случай экстренных лабораторных исследований, у нас на базе ЦРБ остается экспресс-лаборатория, которая работает в круглосуточном режиме. Спасибо за информацию. Теперь переходим к другому вопросу.
Рамиль Назимович, много вопросов возникает у жителей по социальным выплатам в форме единовременной денежной компенсации за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Расскажите, что необходимо делать для своевременного получения этих выплат? Социальную выплату в форме единовременных денежных компенсаций получают льготники, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, умерших, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, ветераны труда, труженики тыла и многодетные семьи. В соответствии с требованиями федерального законодательства, компенсация с сентября 2020 года рассчитывается исходя из фактических расходов за жилищно-коммунальные услуги. Проблема может возникнуть из-за актуальности данных о количестве проживающих человек, о площади жилья по адресу льготника. От правильности этих данных зависит расчет суммы ЕДК, особенно льгот инвалидов. Кроме того, от этого зависят нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, наличие задолженности по оплате ЖКО. Для того, чтобы своевременно получать компенсацию, необходимо оплачивать все коммунальные услуги до 10 числа. Показания счетчиков давать ежемесячно, вовремя и правильно. Предоплаты также нежелательны, так как при отсутствии в следующем месяце расходов по данному ЖКО ЕДК не начисляется. При получении уведомления о приостановлении выплаты ЕДК по причине наличия задолженности, во-первых, надо обратить внимание на дату письма. Если по истечению времени после даты письма вы уже погасили все долги, своевременно оплачиваете текущие платежи, то никуда ходить не надо. Всю информацию мы получим от РСО, в том числе и об отсутствии долга. Если долг не погашен, то необходимо действовать по данному письму, уведомлению. И не надо думать, что после погашения долга вы в следующий день получите компенсацию. Расчеты и выплаты произведутся только в последующие месяцы. По актуальности сведения о количестве проживающих и площади жилья необходимо внимательно изучить квитанцию, по которому вы оплачиваете услуги. Там есть данная информация. Если количество проживающих не соответствует действительности, то необходимо предоставить справку о составе семьи или домовую книгу поставщику услуг. Если не соответствует площадь, то надо еще и представить технический паспорт жилья. По электроснабжению необходимо уточнить количество комнат, указанных в абонентском договоре. Если есть несоответствие, то следует представить технический паспорт жилья в отделение ООО СКБ. Если количество проживающих человек не соответствует действительности, то необходимо представить справку о составе семьи, непосредственно соцзащита населения города Дюртюли или через отделение МФЦ. Обязательно сверьте корректность заполнения адреса в квитанциях. Данные должны соответствовать адресу, указанному на листе прописки в паспорте льготника. Благодарим вас за подробную информацию. Уважаемые илишевцы, на этом наш брифинг завершается. Мы встретимся с вами в следующий четверг. Всего вам доброго. До свидания.